планах Соединенных Штатов Америки сохранение мирового господства, и США ведут эту игру в Евразии, потому что такое масштабное влияние можно получить, только управляя ею. Для Америки это крайне важно, дабы на политической арене не возник соперник, бросающий вызов. Это Китай и Россия. До недавнего времени Америка продолжала делать ходы, успех которых был обусловлен навязыванием ситуации. Создавалась нестабильность, конфликты. И первым американским силовым и системным ударом стало вторжение Грузии в Южную Осетию и Абхазию в 2008 году. Это тезисы из доклада проректора по международным и экономическим связям Абхазского государственного университета Максима Гвинджия. Статья Максима Гвинджия основана на книге американского политолога Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска». По словам Гвинджия, стратегия США на Кавказе подразумевала в первую очередь выдавливание России и создание натовского плацдарма на Черноморском побережье. Ну и самое главное – создание из Азербайджана надежного и неуязвимого поставщика энергоресурсов из Центральной Азии в Европу. Несмотря на идеалистические стремления Грузии на Запад, ее роль в этой ситуации в первую очередь заключается в громоотводе для Азербайджана и раздражителей для России. Грузия в большей степени сохранилась благодаря соседям Азербайджану и Турции. США сохраняют влияние в Грузии, но влияние Турции в Грузии настолько проникло в глубинные процессы, что помимо других важных причин, также и Турция является главной невидимой силой, сдерживающей Грузию от открытия второго фронта против России. Если США готовы жертвовать такими сателлитами, как Грузия, то что они готовы сделать с другими? Максим Гвинджия также затронул напряженную ситуацию на границе Армении и Азербайджана, подчеркнув, что недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению выглядит более чем странным, так как Америка не присылала своих высоких чиновников во время Второй Карабахской войны и никак не пыталась остановить кровопролитие. После скандального визита на Тайвань и на фоне войны в Украине Пелоси приехала выразить поддержку народу Армении. Такой визит можно расшифровывать как создание иллюзии поддержки Армении, при этом сигнал Азербайджану, что США не против его экспансивной политики, пока она не идет вразрез с интересами американцев. Ошибочно полагать, что после поражения в Грузии США извлекли урок и приняли к сведению позицию в России. В то самое время США готовили Украину. Украина – это Грузия в квадрате. А сейчас США готовят Польшу, а Польша – это Украина в квадрате. Тем не менее, август 2008 года принес и Грузии, и США определенный опыт, который нацелил Грузию на переоснащение армии, а США на осуществление давнего плана по отчленению Украины от России и выдавливанию российского флота из Севастополя. Такой же сценарий отчуждения был готовлен и Белоруссией. Россия должна была быть отрезанной от своих братских народов и миллионов русских, проживающих на Украине и Белоруссии. Россия должна была стать азиатской региональной державой, не более. Кстати, американские политики, в частности Барак Обама, опережая события, называл Россию именно так. В своем докладе Максим Гвинджия упомянул и государственный переворот в Украине в феврале 2014 года, после которого ожидалось полное отсечение Украины от России, и добавил, что после возвращения Крыма в Россию Украина потеряла главное стратегическое значение для США. К сожалению, судьба Украины была предрешена уже в этот момент. Украине оставалось только превратиться в таран против России. ВСУ Украины должны были начать наступление, и после вхождения в Крым этот статус-кво должны были закрепить 8 тысяч американских морпехов, базирующихся в Румынии. Затем натовский контингент на Украине должен был увеличиваться. При этом активная милитаризация Украины проходила на фоне беспрецедентных санкций против России и дискриминации России на международной арене. Вы помните случаи с исключением России из олимпийских движений и так далее, и так далее. В ходе беседы отмечалась большая роль маленькой Абхазии в геополитическом пространстве. Участники круглого стола констатировали, что даже в период расцвета Абхазского царства учитывалась международная конъюнктура. Однако с тех пор территория Абхазии и ее население сократились, что осложнило положение страны, сделав ее более уязвимой, но не менее интересной для окружающего мира. Кандидат исторических наук Илона Агрбал сделала небольшой экскурс в историю Абхазии, упомянув о Первой мировой войне и
революции. Революция 1917 года сделала Абхазию субъектом международной политики, а нестабильная внутриполитическая ситуация давала возможность манипулировать абхазскими политическими элитами. Ключевым моментом в этой борьбе держав стал Брест-Литовский мирный договор. Тогда неопределенным оставался политический статус Абхазии. Это привело к 4 годам отчаянной борьбы абхазов за сохранение своего государства, хотя бы в форме автономии в составе меньшевистской Грузии. В 1918 году, в отличие от 3 закавказских республик, Абхазия не определила свой политический статус на Батумской конференции, сделала это внутренним актом 2 июня 1918 года. В связи с подписанием договора от 8-11 июня с Грузией, она подверглась оккупации со стороны Грузии. А это, в свою очередь, дало возможность Германии для продвижения вдоль Черноморского побережья как со стороны Крыма, так и со стороны Абхазии. Более того, хотелось бы подчеркнуть, что именно захват Крыма германскими войсками сделал Абхазию интересной для Германии. Только после этого последовал этот договор от 8-11 июня, потому что таким образом Германия могла бы владеть всей Черноморской береговой линией. Сегодня Абхазия частично признанное государство. Признание нашей независимости главным актором международной политики дает России право стать защитником нашего суверенитета, а непризнание этого факта со стороны мирового сообщества является хорошим поводом для дестабилизации обстановки в регионе в целом и в Абхазии в частности, как и прежде опосредованно руками наших главных оппонентов – грузин. При этом нужно учитывать, что для достижения поставленной цели могут быть использованы разные политические поводы. Недавнее обращение президента Украины Владимира Зеленского к грузинскому народу по поводу открытия Второго фронта ярко демонстрирует планы США на Кавказе, а приезд Нэнси Пелоси в Армению является главным тому доказательством. В ходе беседы также было отмечено, что для Абхазии важно сохранить свою правосубъектность в окружающем мире. Не потому, что мы не понимаем, что мы малы, у нас небольшая территория, но вполне мы могли бы, говорят же, а что там народы Северного Кавказа прекрасно же живут в составе Российской Федерации, что нам мешает быть такими, просто так сложилось исторически, что это и практически единственная возможность сохраниться нам как народу, если мы сохраним собственное государство. Мы не претендуем на какое-то, первое место или первое слово международной политики однозначно, но сохранить себя в этом статусе мы просто обязаны. Если мы в составе Советского Союза в таком виде, в каком оно существовало вообще, мы, если еще лет 10 просуществовали бы, на территории Абхазии уже не было бы государственного абхазского языка. Все-таки в конфликте между Грузией и Абхазией лежит этнический конфликт. Это самый опасный и самый острый вопрос для нас, потому что теория Ингорокова никуда не делась. Она до сих пор муссируется в Грузии. В обсуждении приняли участие и студенты Абхазского государственного университета. Молодые люди коснулись внешней и внутренней политики Абхазии. Внешняя политика и так у нас хорошая. Наши добровольцы воюют на сегодняшний день рядом с нашим стратегическим партнером. Наши политики уже поддержали эту позицию. Больше какого-то фанатизма в этом не стоит проявлять, а стоит углубиться во внутреннюю политику. В ходе беседы были затронуты разные периоды истории Абхазии. Гугу Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.